Что тычется? Ці пыталі вы людзей, а колькі вас падтрымліваюць байкот ці не? На ўсіх сайтах. На ўсіх сайтах. Хартыі, БХД, Свабоды, Партызана. А пытанне ідзе. Вы як ставіцесь да выбару? Байкот, удзел, тра-та-та-та-та-та. Почитайте. Почитайте. У разы отказ за бойкот превышает отказ удел. На выборы идут исключительно отморозки. Люди, которые знают, что за это бывает. Люди, которые в том числе прошли тюрьму. У ГП на сегодняшний день есть один кандидат. Это я. Максимум. Потому что я не считаю, что нужно посылать на выборы кого попало. Вопрос, пожалуйста. Что получается отморозки, как Лука говорит, что если, например, я участвовал в выборах отморозок, Я знаю, как что... вы понимаете, что если кто-то из нас идет участвовать, мы отморозки? Если на сегодняшний день просто пойти, как ходили раньше, то я считаю, что лучше вообще нифига не делать. Потому что реально человек приходит, нормальный, адекватный человек, там инженер, там учитель и так далее, да, смотрит, вот есть директор завода, вот есть главный врач там, больницы, например, вот есть офигенный мент, там, или я не знаю, какой-нибудь раньше депутат, а вот сидит бабушка, которая, извините меня, работает вахтером по жизни, да. Можно, конечно, говорить, что бойкот, при этом, при всем, я не знаю, распечатать 100 листовок и разнести по 200 там, квартирам, да? А можно одному кандидату для сбора подписей поставить 15 пикетов на своем районе. И на этих пикетах будут объяснять конкретно людям, которые будут туда подходить, что в стране есть политзеки, что выборов в стране нету. Если от партии в округе участвует кандидат, то непременное условие это вот 90% минимум участковых комиссий представитель должен участвовать от этого кандидата. Поэтому если соблюдение формирования комиссии не будет вот учтено вот этого, да, по составу, то сниматься, да, то есть использовать максимально, На каком этапе использовать максимально избирательную информационную кампанию. Ты как представитель, да, партии можешь нам здесь гарантировать, что потом ваших кандидатов не покажут в средствах массовой информации, которые обгадят всех здесь сидящих, как это сделал ваш представитель. И будет говорить, что все вокруг неправы. Я даже не смогу гарантировать, что ты безопасно перейдешь дорогу. Сегодня. Народная громада, как говорится, не афиширует свою деятельность, ни в нете, никак. Хочу сказать, что мы просто-напросто дали согласие, тесно сотрудничаем с Дмитрием Мусо и пытаемся продвинуть его инициативу по изменению законодательства. Лидеры выступили по 2 раза. Теперь мы можем спокойно дать возможность высказаться присутствующим в зале. Партія БНФ, ви ще ведаєте, може працювати за ідею. Їм не треба гроші, навіть коли ми вирішимо удзельнічати на виборах. Ось, і це заўсёды буде. Але, пробачте, колькість, склад наших партій, я про партію БНФ ведаю, но я думаю, і остатні так само, зменшається з кожним годом. І пробачте, ось коли ми були у гостях у Солідарності, питання нам Солідарність задала на прошлый день. Пробачте, колькі у Вітебську у вас удзельнику ваших партій? 260. У 2008 такого склада не було, навіть списочного. Але яны посміялися над этой лічбой і сказали, коли ви хочете завоювати хоч 10-20% у горсовете, про горсовет була розмова, вам треба мати кількість наклад 1500, у Вітебську 1500. Мы можем удзельничать в этих выборах, але только в одном, не у кожного випадку мы не будем своих кандидатов, я решу, это не повинно быть у выборчих этих листах, этой комиссии, не повинно там быть. Але мы можем агитовать. Мы повинны это сделать, потому что забудут, что есть такая партия, іншая. Разумеете, мы людям повинны доносить, что они есть. Это можно и бойкотовать, доносить, улетками и так далее, газетами и так далее. Когда мы будем удзельничать с нашими кандидатами, ну, в выборчих листах не будут, мы будем натирать, там нам дозволят некоторые отсотку там у комиссиях, и они нас снова зганьбать и обханять. 1%, 2% и идите. Тому наши кандидатуры не повинны там быть. У листе ты маешь на В листе, да.